Весна, слякоть, лужи, грязь, грязь везде, на одежде, на обуви. В эти минуты я скучаю по свежести зимы, по белизне снега. Давайте вернемся на миг в мои любимые зимние месяцы. Лет 30 занимаюсь по волкам, но раньше проще было волков добывать. Нам выделяли, старихнин мы не застали, выделяли второцетат барий всегда. Даже в 93-м году вот общиной я стал. Мы эту находили сень затравленного, например, лося или изюбра, и яд в ампулах по 0,3 грамма расфасованные были. Выдавали нам в совхозе, разбрасывали по 5-6 ампул бирсени. И волков мы контролировали, учет волка, регулирование у себя на территории. Очень много волков брали ядом, потому что это очень умное и хитрое животное. В капканы, петли мало ловили. И каждый год выделяли совхоз вертолет. В совхозе я когда работал, один год, я тогда завкустом работал там, снабжал волчатников, снабжал продуктами на волков, которые выезжали, снаряжение капкана они у меня брали, боеприпасы в райпотребсоюзе. Мартынов был такой, и Григорьев, охотоведы. Они специалисты были высокого класса, можно сказать. Охотоведы. Традиционный промысел коренных малочисленных народов Севера. Это нелегкий труд. Вертолета. Летал с ними одной из проблем оленеводов и Григорьев. Является они сейчас волки. уже пожилые люди. И, конечно, экипажи были хорошо подготовлены, можно сказать, воздушного судна, вот вертолетчики. Анатолий Ляги, спецы от Бога, охотник-промысловик, они оленевод, волков уничтожали, каждый вылет волков били. Сейчас таких, конечно, нету, можно сказать. И заранее, вот февраль месяц уже подготавливали охотников, волчатников. Это на моей практике. Мы уезжали в феврале месяце, специально давали сводку. У нас была в совхозе рация, нам выдавали рации, мы сводку давали каждый день. Ездим вот на оленях, где волки задрали, где мы знали буквально все ключи на притоках, где волки появились, сразу сводку в совхоз. И поэтому эффективная охота очень была. А сейчас как? А сейчас как? А сейчас этим никто не занимается. Я Анатолий с ностальгией вспоминает времена Советского Союза. Меня просили, когда на Буране езжу, сводку по волкам даю, а не каждую неделю я давал. Все отрасли нам были выделили. На вертолета так и не было вот за 10 хорошо контролируемы, хотя сводку. Я хорошо организованы, это в том числе и отстрел. Сколько утром ездить по притоку. А сейчас вот на вашей территории у вас 534 га, да? Да. 1000 га. Да. Сколько волков-то насчитали в прошлом году? В прошлом году у меня работал охотовед, он 10 волков уничтожил. Он по всем притокам местников, Тимофей Иванович. Он сказал, что на нашей территории 150 волков, не меньше, он сказал. Он один только 10 штук отловил, я 2 добыл. И вот за эти последние года, вот эти яд отменили, сейчас вертолетов редко очень дают, часов мало. Вертолет летает впустую, можно сказать. Пока долетает до назначенного пункта, время кончается, заправка кончается у них. И вертолет практически с вертолета сейчас волка не берут, она никому не нужна. Очень суммы большие платить надо, деньги, вертолетные услуги очень дорогие стали, во-первых. И
Вот последний, когда я сводку волка Вы очень видите много развел. волчицу, пойманную в капкан, Находил после затравленных добычи, животных на урочище 20 километров. Я охотников находил подверглось по атаке 5 затравленных стаи сахат и волков, жук которая на 20 километров. осаждала. А яду сейчас нету, они гуляют. Ветра дуют по речке всегда. Оставшегося Февраль, одного март охотника. месяц, когда мы начинаем Урочище. потеплеть, на волков охотить. Капканы задувает, и просто они практически не можем взять капканами. Мы на речке, они затравливают. Полярный волк животных может таких, достигать. затравливают, на реку выгоняет, на чистом месте валит. А ветер задувает, капкан поставлю, через Масса 2 тела дня до 100 приеду, его задутый. с лишним Приехали килограмм. иностранцев снять у нас в общине фильм Крупный хищник. на охоту на волков. Очень Ну, прожорливый. расстояние как большое, я повез их к зятю. Они были, англичане были. Они жили со мной неделю. Там было 5 задранных сахатых. Мы Анатолий там Леви выловили по 3 национальности волка. эбенг. Их всех, конечно, в капканы. Там прям Алданского в лесу района. это было. И на тропах выставили петли капканы. Является 3 волка. Из охотником, 7, промысловиком. из 7 волков мы всего 3 взяли волка. 4 Писателем. штуки ушло. Они бьются, воют, и мы их Публикуются отстреляли с в охотничьих баранами. журналах, нападение в медведя том на числе волков? Нападение в журнале медведя «Баянай» на меня было. Республики Шатун, Саха-Якутия. медведь пришел в избу. Благодаря карабину дедовскому он разорвал мне окошко, разорвал, ночью пришел. Я его повалил прямо в окошке, выстрелил ему в рот. Но сам напугался, естественно, не думал, что шатунов очень много стало выходить на наши путики. И опасный случай нападения шатунов на людей у нас есть. А я отстрелял. Поголовье Да. домашних Это оленей уже 3 случая Анатолия шатунов и его я соседей отстрелял Ивенков в избушке у себя. Алданского района значительно До того, что сократилось. развелось очень много медведя. И сейчас Сокращение я боюсь, без популяции карабина не сплю, даже поголовья не оленей. ношу. И вот прошлогодний случай, Эбенки связывают я этот рассказ браконьерством написал про него. Я его отстрелял и прямо в избе, в окошко. Он залез, обилием разорвал волков. мне целлофан, залез, ну, голова пролезла, я его застрелил в упор, с 2 метров в избушке застрелил. Это спасло мне жизнь. Если бы не было оружия со мной в избе, я бы сейчас, конечно, не давал интервью вам. Меня бы давно медведь разорвал. Это в каком месяце было? Это было, сейчас скажу, это было ноябрь месяц, где-то примерно я там описал 8-7 ноября, 6 где-то вот случай шатуны. Какие у вас пожелания, чтобы это уменьшить, сократить численность волков, шатунов? Какие меры должно принять правительство и департамент охоты в частности? Я много раз вот на эту тему разговаривал в департаменте охотничьего хозяйства. Ребята охотоведы, я сам по профессии тоже егерь, закончил колледж, заочно закончил. И моя просьба, вот обращаясь еще раз, это вертолет сейчас тоже Анатолий Леви нерентабельный стал. является Есть пропагандистом очень здорового много образа жизни. Это применили бы, как раньше, торцетат барий разрешили. Иначе мы сейчас вот оленей приходится Заявленный забивать по охотник. речке, все остатки оленей. Вот вы видите, Оленей ни у кого не загнанного осталось волками вообще по реке. и Все зебри. без оленей, можно Вот следы сказать, волков. мало осталось оленя, очень домашних оленей у кого были. Только вот эта напасть, мы ее никак не изведем, пока не разрешат нам торцетат барий. И мы почему-то идем на поводу вот с Европы. Зачем нам это Финляндия, например, вот зарубежные страны? Во время там, съемок мол, надо фильма их ловить самозахват. температура 60 окружающей градусов. среды Это достигала север, крайний север. У нас минус 57 вот мы градусов. ходим, 57 градусов зимой. Какие там могут быть ловушки всякие? Что делать? Это ж не... Даже порят такую чепуху. И они меня спрашивают, вот эти англичане, а почему вы их истребляете-то вот капканами, ловите ядом? Для чего? Я говорю, вот поедете со мной, посмотрите. Они боялись выйти на улицу в туалет. Вот когда волчьи следы увидели тропы, они прямо с порога, по маленькой, порог обсывали мне. И вы говорите, как вы отстреляете, а чем нам делать, чтобы они загрызли нас? Yettik Tumgaturi, Bedgo форумы Гылгырын Чекы, Галгыргын, Чукчанка Саргалана Слепцова, председатель молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, рассказывает на чукотском языке о первом молодежном суглане.
Целью форума было объединение молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, поддержка молодежных инициатив, содействие самореализации молодежи для популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Развитие деятельности молодежного совета ассоциации коренных малочисленных народов Севера конечным итогом Суглана стала презентация программы развития реализации проекта. Вячеслав Иванович Шадрин в конце форума спросил у молодежи, кто желает, планирует вернуться себе на родину, чтобы продолжить дело предков. К сожалению, из присутствующих ребят лишь единицы подняли руки. На костре в дыму трещали ветки, в котелке дымился крепкий чай. Ты пришел усталый из охоты, много пил и столько же молчал. Синими замерзшими руками протирал вспотевший скыс. И о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Все. Спасибо большое.